Сегодня нас радушно встретила чета Ючугяевых, Валентина Алексеевна и Егор Ионович. Они вместе бок о бок и душа в душу живут 54-й год. Сегодня в аккурат день рождения хозяйки дома, под лучики солнца и ласкающие лица ветер, поговорили о семье, о родне и о простом человеческом счастье. Как мы на танцах познакомились. В промкомбинатском клубе. Ну, там папа работал, и я там работала. И мы на танцах познакомились. Потом он ушел в армию 3 года. А я ждала. Письма. Целый чемодан был. Потом утонул бедный. Валентина родилась в Абыйском районе. Семья переехала в Тату, на родину отца, когда девочке было 3 годика. Мама Валентины, Анна Васильевна, была родом из Тверской области. В 1941 году она была направлена в горный район. И там они с папой познакомились и создали семью. В 1953 году, когда мне было всего лишь 3 годика. Как привели 3-летнюю, так и после этого я никуда не уезжала. В нашей семье детей было 5. Старший брат Алексей, потом старшая сестра Анна, потом я, потом Антонина, потом Анатолий. Отец Алексей Иванович Слепцов, много и плодотворно работавший в сфере медицины и руководства. Его деятельность до сих пор вспоминают добрым и благодарным словом. Он, как говорится, из первых фельдшеров Якутии. Он с 13-го года рождения. Ну, конечно, он старый человек. И по своей, хотя он был самым бедным человеком в Байге, да, но все-таки по своему желанию он усердию учился, окончил вот это училище, был медицинским работником, работал там где? Тюляха. Тюляха была, Тюляхина, где там, да, вот, где самый вот это на Алдане стоит это. Там он построил первую больницу. Это перед войной, в 1934 году. В райкоме работал сначала, потом в райисполкоме председателем, в Этекельском, Татинском районе. Он большим человеком был. Потом начал строить колхоз «Коммунизм», этот Сироп, нынешний, вот этот участок есть. Он хотел там создать очень агропоселок тоже. Потом это пришел Иван Васильевич Николаев и отобрал эту идею, и вот все перенесли в Харбалах. По нынешнему времени подумать, это Алексей Иванович очень хорошо подумал, оказывается. Да? Здесь было бы хорошо, было бы агропоселок. Потом он начал работать в этот промкомбинат. Этот промкомбинат гремел на всю республику. Отец Егора Ионыча тоже значимая личность в истории Татты. Он является первым председателем Таттинского наследного совета. Ион Титович, он родом из Боровол, вот это с Победы. Он родился в семье колхозника, потом он служил, работал здесь, в Декеле. Так, а мать у меня была и старый колхоз Селяк, Красная Сила, Вот она там родилась в 1924 году. Они почти ровесники были. Ну, к сожалению, она очень рано умерла. Это в 1958 году, когда мне было только 9 лет. Нас осталось 4, 3 мальчика и 1 девочка. Маленький был совсем 1,5-годовалый, Володя. И остались вот это сиротами. Ну, это она заболела, очень долго болела, которым туберкулезом. С нами была бабушка
Анна Степановна. Отец работал на строительстве. Раньше был это сельстрой. И он все время был в лесу. Это валил лес. Тогда еще дружбы такой, пилы не было, топором рубили лес. Ага. И он месяцами там в лесу был, ага, и вот мы жили только одни. Этот стол, который сегодня собрал нас вокруг себя, каждый раз Егору Ионовичу напоминает о маме, теплотой и любовью наполняя его взгляд и его слова. Стол, которому около 100 лет, сохранил свою первозданную красоту. Это теперь семейная реликвия Ючугяевых. Меня просил этот стол Сорна Маллан, я хочу сделать вот фотосессию здесь. Этот хацкат йор духана. Тогда скатерть не будет. Большое богатство не нажили, ага, с Валентиной. А что нам богатство? Скромные. У нас. А то зато хозяйство есть. Зато хозяйство держим, ага, вот все. Куры, утки. С 89-го года. Это мать, моя теща. Анна Васильевна Анна Васильевна привела корову с теленком и завязала вот на этих воротах. Чтоб я налево туда-сюда не ходил. Чтоб я занят. И с тех пор мы смотрим. Каждое лето сено косим, как лето Пятница. проводим на поле, как Робинзон с этим. С пятницы. Вот она, наверное, Робинзон, а я, наверное, пятница. Нет. Все лето на поле было. Валентина Алексеевна не то что понимает, но и очень хорошо говорит на якутском языке. На свадьбе в далеком 71 году, где гуляло 200 гостей, был и алгыс наряду с хлебом и солью, а также якутские песни параллельно с плясками. Внутри русская. Русская. Ну, я в русских классах училась. Так что только я... Очень хорошо понимаете якутский. Да. Ну, не понимает, не то, что понимает, а говорит-то вот очень даже вот такие заковырские якутские языки. Удивляет. Я не могу, а она может. Нас мама тоже говорила На якутском. на якутском. Она разговаривала. Понимала, да. И разговаривала, и доводила до ума. Наверное, воспитание у нас наполовинку. Да, и якутский. Ага. И якутский, и русский. Мы не делим его. Папа в основном по-якутски, а мама по-русски. Но понимаем обоих и владеем обоими. Ага. А сын на каком языке говорит? Сын на якутском языке говорит. Сперва говорил на русском языке основном, и он в основном сейчас на якутском. Угу. Даже сюда придет, он не говорит по-русски. Глава семейства после окончания средней школы проработал 1 год на строительстве Харбалаха, потом поступил на промкомбинат, после чего отслужил в армии 3 года. После армии, проработав на дизельной электростанции, в 1975 году влился в коллектив коммунального хозяйства. И с тех пор до пенсии я где-то 30 лет работал коммунальщиком. Потом Техкоммунэнерго, это где тепловое хозяйство, вот это, которое тепло обеспечивает. Потом это нынешнее. Ну, я прошел все перипетии этой организации, тяжелые времена, которые 90-е, без зарплаты, без всякой колбасы, хлеб мы делили в конторе. Без хлеба. По талонам, хлеб на талон, хлеб на талоны, папиросы, колбасу, всякое разное мы в конторе делили.
потому что это денег не было, и мы рассчитывались этими организациями вот этими продуктами. Сын Евгений, подаривший радость родительства, теперь сам является главой большой семьи. У Евгения 4 дочки и 2 внука. Так что Егор Ионыч и Валентина Алексеевна являются прадедушкой и прабабушкой. Мальчик уже 6 класс, и девочка 3 класс. И есть мечта, чтобы дожить до их свадьбы. Ага. Как бы еще правнука встретить, ага. Очень, как бы дожить до этого. Ага. У нас, когда нужно поддержать, обязательно поддержит. И может вымыть и полы, и приготовить. Он готовит лучше, конечно. Вкуснее, мне кажется. Мы вообще просто так не сидим, кони. Утром коровы весь день чем-то заняты. Оба двое. Одну половинку я. Одну половинку я, другую половинку он. Мы все вместе делаем. Вместе прожили 53 года. Человек с одного взгляда, с полуслова, Да. с голосочка, как Да, с намека. да, все понимаете друг друга, да? Ага. Ол жол болмады. Наверное. Наверное, редкость, но, наверное, скорее всего. Понимаем с полуслова. Семьям взаимопонимание обязательно. Друг друга должны уступать. Обязательно должны уступать. Потому что глава семьи есть глава семьи. И, наверное, на этом держится семья. Прожили мы долго, 53 года. Ну, конечно, Всем надоест. всяко разно бывало. Нет, мы очень хорошо прожили. Глядя на них, только и хочется улыбаться от их нежного и уважительного отношения друг к другу. Желаем красивой паре долгих лет совместной жизни и от души погулять на свадьбах правнуков.